В Ашхабаде прошла пресс-конференция чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации, посвященная итогам 2024 года. Мероприятие собрало представителей ключевых СМИ Туркменистана и России. Посол подчеркнул, что 2024 год был насыщен важными событиями в российско-туркменских отношениях, отметив стратегическое партнерство, которое продолжает развиваться на основе равноправия, уважения и добрососедства. Он напомнил о более чем 30-летней истории дипломатических связей, подчеркнув значимость подписания декларации об углублении стратегического партнерства в 2022 году. Посол также отметил важность философских подходов к вопросам мира и стабильности, упомянув речь президента России Владимира Путина на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций» в Ашхабаде, где российский лидер подчеркнул, что уважение суверенитета и традиций каждого государства является основой мира. 2024 год также стал временем активного диалога между Россией и Туркменистаном в рамках таких организаций, как СНГ, ШОС+, и БРИКС+, а также на крупных международных форумах, включая ПМФ и форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций». Особое внимание было уделено развитию гуманитарных связей. В 2024 году была удвоена квота для студентов из Туркменистана на обучение в российских вузах, которая составила 500 мест. Эта квота сохранится и в 2025-2026 учебном году. В настоящее время активно прорабатывается проект создания Туркмено-Российского университета в Ашхабаде. Сотрудничество между Россией и Туркменистаном продолжает развиваться в области образования, науки, культуры и искусства, что подтверждает духовную близость двух народов. Посол выразил уверенность, что стратегическое партнерство между двумя странами будет продолжать укрепляться, способствуя стабильности и процветанию Центральной Азии. Дорогие друзья, сегодня мы подвели итоги уходящего 2024 года на брифинге в посольстве. Констатировали, что российско-туркменские отношения развиваются динамично по всем направлениям. Выразили надежду на то, что динамика ускорится в следующем году. Мы в этом уверены. И сегодня хотелось бы поздравить братский туркменский народ с приближающимся праздником, с Новым годом. Это праздник, который сохраняет все наши семейные ценности, как в России, так и в Туркменистане. Мы привыкли его отмечать в семейной обстановке, для нас это главное. Хочу пожелать процветания туркменскому государству, благосостояния туркменского народа, чтобы все встретили Новый год с улыбкой на лицах, чтобы в каждом доме было тепло, чтобы в каждом доме было счастье, радость. С наступающим Новым годом!